Pitbull Fight! Бойцовский онлайн-турнир. Приветствую, ты уже давно с нами в организации Pitbull Fight. Да. Можешь представиться для наших зрителей, для тех, кто, может, новые еще не знают? Зовут меня Александр, фамилия Иваненко. В прошлом профессиональный кикбоксер. Также боксом занимался. Мастер спорта международного класса. Был рефери и судьей по кикбоксингу много лет. Обслуживал чемпионаты мира, Украины, Европы. Судья международной категории. Ну, то есть опыта уже за спиной много? Да, достаточно. С 2003 года плотно судил. И на каждом турнире Pitbull Fight ты тоже? Да, это судишь? какой у нас уже, по-моему, третий проект. И на этом, да, на третьем сезоне, каждый сезон я помогаю. Мы же все одна большая семья, куда деваться. Есть два интересных момента по этим боям. Ну, как даже не то, что интересные моменты, два вопроса, чтобы и у людей, у зрителей не возникало вопросов. По поводу боя Руслана Позейчука и Артема Малолетникова, когда остановили поединок, что у него сильно открылось кровотечение и была такая сиська под глазом, так сказать, да. Ну, там ситуация следующая. Я был рефери как раз в этом бою. У него очень сильно... То есть был один удар, мощный. По-моему, это был какой-то прямой такой. Ну, там тройка зашла. Да, и ну, один из них попал. У него потекло, потек нос. Да, ну, как вот, знаешь, есть такое выражение, как с крана вода лилась. Первое, я как рефери, я не могу подвергать опасности здоровья бойца. Я дал команду «стоп» и попросил зайти Катмана. Ну, то есть ты не остановил бой, а просто попросил зайти Катмана? Я остановил бой, не просто остановил, дал команду «стоп». Позвал Катмана. Катман у нас очень опытный, это Андрей Синепупов, в прошлом тоже большой и серьезный боксер с большими достижениями. Сейчас он работает и Катманом, и тренером. Он зашел, посмотрел и говорит: я как Катман. Он использовал адреналин, чтобы остановить кровь, потому что больше ничего мы не используем по правилам. Он не смог ничего сделать. Он говорит: я не могу остановить, кровь льется ручьем. Соответственно, мы вызвали, я позвал, как рефери взял на себя ответственность, позвали врача, который обслуживает наши соревнования. Ну и врач сказал, что продолжать бой человек не может. И пока врач осматривал, у него гематома под глазом усугубилась, и у него закрылся полностью глаз. Это было еще одно подтверждение тому, что человек просто не может продолжать. Во-первых, с одним глазом, во-вторых, с большим кровотечением. И насколько я знаю, это кровотечение останавливали еще, наверное, минут 15 после боя. По поводу боя Андрея Новожения и Дениса Тукмачева, ну, взрослый парень, которому уже там 37 лет. Да, да. Он, как произошло, он получил, ну, было повреждение какое-то, нокдаун, да, стоячий, я так понимаю? Да, там был нокдаун, и причем он был не то чтобы такой, ну, можно сказать, стоячий, но он был, насколько я помню, он Новожения его запрессовал, скажу на сленге, под сетку, и он просто на сетке скрутился, поднял колено вверх, поднял две руки. Я, как рефери, вижу по глазам. Плывет зрение, человек может дать отказ сам. Я у него задал ему вопрос, я открыл счет, он поднялся и сказал: все. И я задал ему еще один вопрос. Все, то есть ты закончил, ты отказываешься от боя? Он говорит: да, все, я отказываюсь. И только после этих слов я просто показал на главного судью отказ бойца от продолжения боя. Есть такая трактовка, то есть боец отказался боксировать дальше. Все. Соответственно, если бы он молчал и стоял на ногах, и я спросил у него, готов ли он, если бы он кивнул головой или дал четкий ответ, он бы продолжил. Ну, то есть, а как ты сам оценивал ситуацию? Он может продолжать или все-таки в его глазах было видно, что он... Честно тебе скажу. Если бы он ничего не сказал. Честно тебе скажу, физически он бы, наверное, смог. Но вот в голове он... закончил бой, наверное, после первых 2-3 ударов. После 2 пару лоу-киков, да? Просто, даже не после лоу-киков. Там после лоу-кик плюс пару рук, и он просто в голове у него просто выключатель. Ну, это было видно.
Я как рефери просто ждал момента, что вот-вот это сейчас закончится. Тем более ребята боксируют на бинтах, голыми руками, как, да, так называемый барнакл. Это очень опасная штука. И все бои заканчиваются досрочно, потому что это как на улице, 2-3 удара и все. Ну вот скажи, вот в таком возрасте, ему Денису 37 лет. Мы знаем, что там, да, Хопкинс пришел и выигрывал топовых там спортсменов. Форман, сильных, да. Хопкинс. Им было далеко за 37. Да. Ну как ты считаешь, в таком возрасте и в таком формате поединков стоит драться? Или все-таки надо поберечь себя? Честно тебе скажу, мое личное мнение, на голых кулаках я бы в таком возрасте не боксировал. Или вообще не боксировал? Нет, я бы боксировал. Если бы, он чувствует себя хорошо, он может готовиться. Мое мнение, нужно готовиться в 2, даже, наверное, в 3 раза больше, чем пацаны, которые готовятся в 20 лет, в 25. Почему? Потому что возраст, все замедляется, нужно тренироваться больше, нужно больше труда прикладывать. Соответственно, если готовиться правильно и подходить к этому адекватно, то можно боксировать и в 40 лет. Не проблема. Но надо ли оно тебе? Зачем ты пришел? За деньгами? Или ты пришел за какой-то славой? Или у тебя какие-то нереализованные амбиции, фантазии твои? То есть вот эти нереализованные всякие штуки могут привести к тому, что ты просто, не дай бог, получишь такую травму, не буду выражаться грубо, получишь такую травму, что она тебе на всю жизнь потом останется. Ну вот скажи, пожалуйста, ты тренер, ты спортсмен, сам в бывшем профессиональный спортсмен, сейчас тренер Владислава Сиренко по физической подготовке профессионального спортсмена. Насколько я знаю, он входит в топ-50, да? Профессиональных. Да, это лучший его показатель, топ-50 мира в тяжелом весе. Ну, как ты сам оцениваешь карты, подготовку соперника, вообще проведение боев? Он более приближен, они слишком отличаются по опыту? Или все-таки бои собрали карт такой хороший, что бои получились зрелищные? Ты имеешь в виду здесь у нас на турнире? Здесь у нас на турнире. Ты знаешь, ребята разные, но на самом деле большинство готовы неплохо. Это видно, это хорошие ребята. Поэтому я считаю, что нужно продолжать в том же духе, надо развиваться. И с каждым турниром у нас улучшается, скажем так, качество боев. С каждым турниром. Дай бог, чтобы оно дальше так и было. И спасибо тебе, что ты с нами, за твое судейское правильное решение. Договорились. Давай, спасибо большое. Pitbull Fight! Бойцовский онлайн-турнир.